настоящее время в Республике Корея проходит третий по счету саммит за демократию. Его тема звучит как «Демократия для будущих поколений». В его рамках проходит министерская встреча, круглый стол с участием экспертов, дебаты и семинар. Также запланировано пленарное заседание с участием глав государств, которое будет проходить в формате видеоконференции. Прямо сейчас мы приветствуем корреспондента телеканала CGTN русской медиакорпорации Китая Хан Сюйлина. Коллега, здравствуйте. На ваш взгляд, какова цель этого саммита и были ли достигнуты какие-то практические результаты на предыдущих саммитах? Впервые США провели саммит за демократию в 2021 году. И уже тогда было понятно, что это попытка разделить мир на два лагеря, на так называемые демократические и авторитарные страны. По сути, таким образом, США под знаменем демократии продвигает собственную геополитическую стратегию, пытаясь подавить развитие других стран. К организации второго саммита США привлекли Республику Корея, Нидерланды, Замбию и Коста-Рику, то есть страны, представляющие Азию, Европу, и Африку и Латинскую Америку. Многие эксперты уверены, что в Европе, как по примеру, Нидерланды были выбраны не случайно. Это попытка заставить эту страну прекратить экспорт в Китай оборудования и машин для производства чипов, чтобы сдержать рост китайской индустрии чипов. Переходя к Сеулу, где проходит саммит в этом году, стоит отметить, что в Госдепартаменте США назвали позитивным шагом то, что саммит принимает Республика Корея. Однако позитивен этот шаг, очевидно, только для США. При этом даже сами южнокорейские СМИ пишут о том, что, выступая в качестве принимающей стороны, Сеул действует как пешка Вашингтона. 17 марта южнокорейская газета «Кенкен Симон» опубликовала статью, в которой говорится, что этот саммит не имеет достаточной поддержки в глобальном масштабе. Республика Корея берет на себя ведущую роль в продвижении новой ценности холодной войны. Авторы статьи выражают сомнение в том, что такой подход соответствует национальным интересам Республики Корея. Голоса против проведения саммита звучат и в народе. Он проходит на фоне митингов в центре Сеула. Что касается целей, которые были достигнуты, то, на мой взгляд, никаких практических результатов первые два саммита не принесли. Китайские эксперты считают, что международное сообщество должно понять, что проведение этих саммитов – это попытка спровоцировать раскол и конфронтацию, чтобы Вашингтон сохранил свою гегемонию. Коллега? Действительно, Соединенные Штаты всегда называли себя образцом демократии в мире. Может ли, на ваш взгляд, эта страна быть образцом для других и как в Китае понимают понятие демократии? Так называемый саммит за демократию сам по себе не демократичен. Я бы назвал его проявлением двойных стандартов Вашингтона. В США действительно проводили исследования о том, как объединить, сформировать эффективную модель демократической системы, которая стала бы ориентиром для других. Однако унификация понятия демократии приводит к тому, что перестает учитывать различия в истории, культуре и социальных устройствах разных стран. Демократия должна соответствовать национальным условиям страны. Поддержит ли предлагаемую систему народ? Принесет ли она политическую стабильность и социальный прогресс? Будет ли способствовать повышению уровня жизни народа и прогресса всего человечества? Вот что должно учитываться. В последние годы США постоянно усиливали санкции против России, Ирана, КНДР и других стран. Продолжали предпринимать различные действия, чтобы сдержать развитие Китая. Можно ли сказать, что эти действия демократичны? США не просто пытаются экспортировать собственную политическую модель в другие страны. Многие действия Вашингтона можно расценить как прямое вмешательство в дела других стран под различными предлогами, чаще всего звучащему как отсутствие или недостаток демократии в этих странах. При этом в самой демократической системе США также немало проблем. Недавно телекомпания CGTN медиакорпорация Китая провела соцопрос, в котором приняли участие почти 40 тысяч респондентов из 32 стран мира. Более 70% из них согласились с тем, что политическая система США противоречит основным принципам демократии. Одна страна не может назвать себя золотым стандартом демократии. Понимание того, что такое истинная демократия, должна формироваться всеми странами сообща. По этому вопросу должен быть достигнут международный консенсус.
Китай прилагает свою систему народной демократии полного процесса, обогащает и расширяет понятие демократии как общую ценность для всего человечества. Опыт Китая может быть полезен другими странами мира. Опросы Гарвардского университета показывают, что на протяжении уже более чем десятка лет 90% китайцев довольны своим правительством. Китайская система позволяет всему огромному населению страны участвовать в процессе модернизации. И в этом преимущество системы управления, установленной в Китае. Коллега? Спасибо, Сюйлин. Напомним, что наш коллега рассказал об участии китайской стороны в саммите за демократию в Корее.